Наш там партизан. Мясо Тут там. как тут. Мясоед. Малыш. Малыш. Я знаю, что хорошее мясо это такое, когда в хлеву. В хлеву я знаю точно. Что-то случилось с сумкой. Видите, что делает. Уксус, значит, 6%. Мы покупаем просто рассаду, крепкую такую рассаду покупаем. Если честно, так даже лучше. Сухая и проволочник этот прицепился, и никак не можем избавиться. И вот этот просто уже потом в деревне, да, без собственной картошки, это уже никуда не годится. Все, я ставлю лайк, Маша. 2 лайка. Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня хочу приготовить на ужин мясо под луковой шубой. Тоже очень легко и просто делается. Значит, делаем что легко. Вот, ну, на ужин решила вот сделать мясо. Ну, здравствуйте, я тоже там за кадром болтун такой. Да, мясо... Конечно, на ужин, наверное, не делают, но... Но это же не все же мы съедим столько мяса, это же и на завтра останется, на второе, и вот так. Короче, зрители эти, наши зрители, будут смотреть нас в воскресенье утром. Рано утром, если получится там, если интернет позволит, и у них не будет проблем, что приготовить на обед. Они быстренько это приготовят. Вот так. Нам Маша расскажет, что и как. Вон бутылочка какая-то вот для меня интересная такая. Это уксус яблочный, значит, для мяса тоже. 2 кусочка мяса, килограмма мяса взяла. И луковицы. Ну, чем больше луковицы для нашего ужина, для мяса, это очень хорошее. Очень. Лук с очень мясом это, дружит, да? Ну да. Если коротко. Чем больше, как раньше говорила, лука больше не бывает, значит, он сделает соку побольше, так что чем больше, тем лучше. Да, я тоже вот заметил, что когда лука много, и, ну, он превращается как какой-то в соус, когда он тушится. Ну вот. Ну и мясо режу на большие кусочки, конечно, буду резать. Ну как вы уже заметили, мясо, видите, вот она даже без прожилок. А второй кусок нам попался с прожилками. Но для этого блюда лучше брать, чтобы вот такое. Без прожилок. И вот смотрите, какие кусочки Маша режет. Довольно-таки большие, да? Угу. Наш там партизан. Мясо Тут там. как тут. Мясоед. Малыш. Малыш. Мясоед-то еще тот. Бурговед. Скажи, ну, позвольте мне дайте мне минутки 2 хотя бы, отключитесь куда-нибудь, я вам покажу мясо. Ну вот на такие кусочки режу мясо. Вот это да, это чистое, конечно. Это у нас получается... С прожилками. Да, ну ничего. Ну, вот такой кусок мяса попался. Ну, для разнообразия наполовину. Половину жирное мясо, половину нежирное мясо. Значит, это сразу кладу. На сковороду. Да. Без масла, без ничего. А второй кусочек, наверное, не полностью не понадобится, да? Или понадобится? Ну, возьмем, Где поменьше? где чистое мясо. Ну, да. Это мясо даже белее, наверное. Да? Ну, я не очень знаток хорошего мяса. Я знаю, что хорошее мясо это такое, когда в хлеву. В хлеву я знаю точно, чем мы кормили теленка, скотину, то есть. И нет там никакой химии, и что оно свежее. Вот это для меня хорошее мясо. А то, что купили в вакуумной упаковке, не знаю. Иногда даже цвета мяса нету там. Ну, это, наверное,
Ой, как интересно же этому бандиту Так, это на нас ставлю, да? наблюдать. А да, Это ну оставлю. сковородка полностью покроет. Ну, а Там надо... кусочек маленький остался. Ух ты. Ух ты. Мурлыкая ест. Ну дай ему это самое. Ну, это, наверное, осталось. Так, значит, мясо положили. Дальше режем лук. Лук я буду резать кольцами. А вот еще, видите, мясо в один ряд давить. Не надо там полностью забывать эту сковородку. В один ряд что было, потому что вторым рядом пойдет лук. Да, что-то нож взяла слишком большой для лука. Это буду класть вот так поверх мяса, как бы закрывая это мясо. Этим ножом потоньше кольца получились. Да, А то там слишком уже толстые, да. толстые кольца. Нож неправильно взяла. Вот. Полукольцами ведь тоже можно. Ну, Переверни. Я вот решила так сделать. Ну, главное, что вот это закрыть нашу сковородку, наше мясо, как бы шуба, что ли, одеяло такое из лука. Да, вот типа такое под шубой, луковой шубой получается. Все закрываем. А помнишь, вот прошлое видео, где только я твои руки снимал, да? Вот комментарии были, что мы хотим видеть Машу. Вот так. Ой, все. Глаза. Вот смотрите, Светится Маша начали. плачет. Маша плачет. Ну, в общем, у нас готово. Сейчас включаю плиту. Так, на 6 поставила. И сюда еще сейчас добавляю немножечко водички. И ставлю на плиту. Где-то 50. Сразу и добавь. Да, сразу 50-70 грамм где-то вот водички сейчас добавлю, налью. Но Маша всегда говорит там 6, ну, цифру. Это где-то чуть-чуть больше среднего. У нас вот эта крутилка на электроплитке, там до 9. Ну, мощность, так сказать. У некоторых же 6 и уже полная мощность, понимаешь? Угу. А у нас это где-то чуть больше. Середина. Так, водички добавила Маша, да? Ну да, немножечко водички добавила. И она заметила, что не солила, не перчила, ничего, никаких приправ пока еще не положила. Пока да. Ну, на час поставлю на плиту. Пусть, ну, тушиться будет потом. Час вот так, под луковой шубкой. Все. Пускай наше мясо протушится, а дальше мы будем показывать, что будет после часа. Угу. С мясом. Что будет, да, что будет добавлять туда Маша, какие там специи, и что, и как будет мясо выглядеть. Все. Отключаемся пока. Ну, за кадром время очень быстро пролетит. Так, у нас вода закипела. И сюда потом кладем сливочное масло. Вот так. И закрываем. Ну и я так понял, теперь тоже точно уже час Да, держать. да, потом будем, пусть тушится. Значит, у нас скоро мясо будет как бы готово уже. Как готово? Не готово? Не готово, ну, как мы час вот говорила, что Ну. час пока
будет, Тушится. да. Ну, я, значит, приготовлю чеснок. Мелко нарежем так чеснок. Ножом еще. Так, Чеснок придаст пикантность такую вкусную. Думаю, любители чеснока даже побольше, чем вы. потом это все режу на мелкие. Очень мелко, да? Да. Ну, как обычно наш этот бандюган смотрит. Там у него табуретка. Ну, этот чеснок пойдет тоже в сковородку. Ну, уже в самый последний момент. Сейчас вот покажем потом. Ну, Маша занимается чесноком. Сейчас, пока вот мясо протушилось, и Маша выходила кормить Умку нашу в вольере. Умка, значит, у нас убежала. Убежала, бесится. Вообще, я не знаю, как даже объяснить это невозможно, как она набегалась. Сколько там она бегала, минут, наверное, 10, да. Это все, это капец. Ой, блин. Вот лошадь-то. Что-то случилось с сумкой. Видите, что делает. Сейчас опять уже на ночь вольер. Заманила ее Да. домой, так как потом ее на улице невозможно было поймать. Вот. И пришлось заманить домой. И Да. уже дома. И сейчас опять, вот уже она сейчас вроде бы не пела песни по ночам. И вот сейчас опять воет. Ну, а на улицу опасно, потому что сейчас у нас бруствер такой на дороге, и если машина, она просто не успевает собака, вот, и могут задавить. Жалко будет, конечно, Умку, если задавят. Поэтому сейчас осторожничаем. Так, чеснок готов, значит. Ну и сейчас это все будет Маша в сковородку укладывать. Я сейчас камеру поближе поставлю, и она расскажет, что и как, что будет добавлять. Ну, вот у нас, значит, мясо. Здесь вон сколько воды. Конечно, столько воды я не ложила, но... Это сок. Да, вот сколько, значит. Значит, я беру чайную ложку соли, 1,5 чайной ложки. Так, сахарный песок, тоже чайную ложечку. Добавляю перец. Уксус, значит, 6%. Значит, 2 чайные ложки. Так, и в последнюю очередь, значит, чеснок. Посыпаю чесноком. Так. Размешивать ничего не размешиваю. Это уже будем делать после. Ну, а теперь это все закрываю и опять еще часок пусть потушится еще. Ну что, друзья, у нас мясо как бы вышло на финишную прямую, пускай там протушится немножко поговорим, как обычно Мария Олеговна училась опять как учительница, да.
Ну, я как чебук еще не заколаю. Да. Вот. Немножко поговорим. Был комментарий от Инны Ивановой. Ну, она спрашивала, ну, говорит, рассаду уже посадили или нет, там на помидоры. Маша почему-то это самое. Или поздно очень. Прошлый год тоже очень поздно рассаду на помидоры поставила, да? Вот. Потому что у Посадила. нас погода... Я все сажаю на огороде, а из-за погоды потом я как бы поздно надо выносить туда. Или вот пораньше выносишь, там у нас потом похолодает. И помидоры у меня как будто это цвет меняется, какой-то бордовые цвета получаются у листьев. И потом думаешь, что оно и это... Ну, ты имеешь в виду рассаду, давайте. Ну да, вот выносишь на улицу ведь это. И потом они слабенькие, можно так сказать. Или как? Ну почему же ты... Мы, Потому что- иногда мы покупаем просто рассаду, крепкую такую рассаду покупаем. Если честно, так даже лучше. Потому что она стоит не очень дорого. И уже готовая такая крепенькие рассады. Помнишь? Ну, некоторые выносят уже помидорами Пом- уже на это, парники. Да. В теплице выносят уже, помидоры уже висят уже. А большие мы помидоры. вот пару лет сажаем черри, давай. Пару лет уже черри сажаем, наверное, или года 3, наверное, сажаем. И вот в эти года Маша сажает, но очень поздно. Очень поздно и немножко припаздываем, но также едим помидоры. Также едим, также и в августе едим. Ну, некоторые, конечно, раньше, пораньше. А если лето будет, то оно будет в любом случае. А если его нету так, хоть ты рано сажай, хоть не рано сажай, все равно не будет урожая. Если лета не будет. Ну, холодное лето, если. Так ведь. Но эти 2 года уже как бы подряд уже было лето теплое. Ну, Да. хотя июнь, можно сказать, что до середины июня погода тоже не очень. В прошлом году такая же была. Ну, в этом году, хочу сказать, нам понравилась вот эта тыква, да? Мне понравилась эта тыква. Мне надо посадить эту тыкву тоже. Обязательно. Потому что мне цукаты понравились с тыквой. Потом еще хотели кашу сделать из тыквы, но что-то не получилось. Ну, там и печь можно, там Да. пироги И разные. сама тыква, вот тушеная, там кусочки были, я попробовал, мне очень понравилось. С кашей. Это очень вкусно. И сегодня, в этом году, вот именно не надо, я думаю, не надо большие тыквы. Вот именно которые маленькие тыковки, помнишь, какие у нас были? Вот такие надо сорт надо найти, поспрашивать, как называется этот сорт, потому что мы пачку выбросили, не знаю, и посадить еще, и посмотреть, что вырастет. Насчет, теперь еще немножко насчет этой картошки. В прошлом году много картошки было. Да, и И у нас вот участок, Пополам. который вдоль дороги, да, там очень много брака. Почти 50% с того участка картошки придется, ну, выбрасывать придется, потому что еще есть этот проволочник, еще есть. Вот там земля сухая, и проволочник этот прицепился, и никак не можем избавиться. И вот этот картошка столько не кушаем, потому что сейчас в подвале у нас опять осталась картошка. И планируем, наверное, сокращать этот участок, я не знаю даже. Каждый год так думаем, если честно. но в прошлом году много было картошки, а позапрошлом вообще мало, но вроде бы хватило, потому что осталось. Ну, тогда и не у всех было то же самое. И из-за погоды. Ты имеешь в виду, что если малоурожайный год будет, не хватит нам картошки? Придется, ну не знаю. Ну ладно, ну докупим мы где-то мешок с осени, когда она еще дешевая. Думаю, вот, Столько много картошки всё да равно вот, кушать. вот посчитай, навоз стоит 4, да? 2 телеги надо, 8 тысяч. Потом плюс, знаете, так как сам не могу, надо нанимать. Надо нанимать, все это дело делать. Пахать, там еще что-то. Там тоже копеечки идет. И получается, что если так посчитать,
На 10 тысяч или там сколько больше у нас Я эту можно картошку купить. для того, чтобы чисто поесть, я могу купить. Просто уже потом в деревне, да, без собственной картошки, это уже никуда не годится, наверное, да? И без своего лучка, там, помидорчика, ну, что там у нас еще есть? Салаты там, редиска, еще что-то. Редиска это самое первое, что есть, ну, быстро созревает, которое самое первое вот этот овощ. Это тоже надо посадить. Вот. Но, ну и мне понравились Машины эти помидорчики черри. Мне они понравились очень, очень вкусно. Надеюсь, Маша, ну, сейчас уже время уже, если честно, вот, сейчас уже поздно, надо, давно было уже сажать. Я знаю, некоторые уже рассады большие посадили. У меня брат этим занимался, сейчас, в этом году, наверное, уже не будет заниматься, но он, я так спросил, да, говорит, наверное, не буду, а Сейчас он, луна у нас... него уже в это время уже вовсю Я рассада знаю, растет. но сейчас луна убывает. При убывающей луне ничего не сажают. Ну, это уже нюансы, я говорю. Но вот да. я вот не получилось, что посадить вот, а сейчас при убывающей луне, конечно, я ничего не буду сажать. Это уже получится, что буду сажать в апреле. И еще такой момент. В этом году очень много снега, да ведь? И снег до сих пор сейчас очень огромный. Я другу своему показал, Леше показал, ну, по этому WhatsApp разговаривали. И как-то так там камеру повернул к окну, а у нас там набросано до окна. Да. Он офигел, говорит, столько, говорит, снега, а там у них плюс 15. Говорит, столько снега еще? Я говорю, да, у нас вот столько снега. И вот посмотрим, сбудется поговорка много снега, много хлеба или нет. Кто-то говорит, что ягод много будет. Дядя Миша говорит, что утверждает, что очень много ягод будет. Это, конечно, хорошо. Плюс ягоды это деньги для жителей деревни. И для местных жителей это как бы огромный плюс. Прям жирный. Некоторые люди живут, как ты сама знаешь, целый год на эти деньги, ягодные деньги. Ну, собирают 100 тысяч. Да. Побольше собирают там, сейчас. Начиная с Но морожки, я не знаю, вот с этими до санкциями, грибов. куда будут идти ягоды или нет. Например, я знаю, грибы наши покупали прибалты. Все прибалтийские республики покупали вот эти грибы наши, белые грибы, черные грибы. Я не знаю, болезнь у них такая, что ли, почему-то вот они чисто на грибах работают. Ягоды там тоже идут на фабрики, где делают йогурты, там еще что-то. С этими дальше из-за границы наши ягоды шли. Ну не знаю, потом вот лисички за границу шли. Сейчас дальше что не будет, не знаю. Если, конечно, не будет сбыта и тоже местным за копейки будут принимать, а это люди ведь сейчас как не пойдут за копейки работать. Эти не те времена, которые когда мы собрали, так, лишь бы мы бумагу сдавали за копейки, металлолом там, помнишь, все это сдавали. Класса, Ну, сказали, да, вот за копейку это все. сегодня. А принесли. сейчас люди уже не те. Сейчас, например, чуть-чуть вот цена не устраивает, что переключается на другое, но не собирают. А как цена, например, черники поднимается 100 с лишним, 150, там, 170 рублей за килограмм, тогда у кого много рук есть, чем в лесу. Потому что денежка идет. А сейчас, ну вот посмотрим, какой год будет. Год будет хороший урожайный, и если будет сбыт, там еще такой нюанс. Вот, например, насчет клюквы я знаю. Если клюквы много, это не значит, что цены не будет. А наоборот, приезжает крупный покупатель, и чтобы быстрее эту фуру наполнить, поднимает такую цену, чтобы он быстрее собрал, потому что каждый час простой, а у него тоже минус. И тем больше, некоторые говорят, когда много, цены нету. Нет, наоборот, когда много, цена есть. Вот. Ну вот, немножко там поговорили, какие планы у нас насчет огороднических дел. Ну, планы есть там, но картошку думаем сокращать. У меня под полом картошки много еще. Да. И насчет проволочника. Посоветовали у лука шелуху. Как бы использовать
ставить, когда картошку сажаешь, лунки, вот эту шелуху. И как бы после этого, Проволочник уходит. да. Что-то мне Потому не что у верится. нас, сказал, это сосед. Я потом и пошутила, Миша. Есть у нас никаких больше этих проволочников нету, но раз Миша нету, они все к нам перебрались. Раз у вас ушли, они все пришли к нам. Сосед? Ведь на лето, который приезжает сюда. Павел или как это там. Мы Да. по каждый год сажали Па- картошку. Смотри, смотри, я тебе разъясню, с- почему у них нету проволочника. Почему было бы? Да там земля влажная. У нас же на том участке, где влажный участок, там тоже проволочника нету, очень И мало. здесь уже А на сухом участке, Почему? Сейчас уже, говорит, Раиса Ивановна сказала, что мы уже перешли уже на эту землю, где эта земля влажная, уже там. он у нас Появились эти проволочник проволочники. пришел, у нас этот, сейчас, Всю жизнь был проволочник Нет, у вас, у нас- как я помню. как только вот перешли на навоз с фермы, вот появился проволочник. Значит, такого такого много не было, не только было. по бокам, где И вот борозда, вот этой юна, которой мы поспорили, спорили насчет растения, этого юна тоже не было. Как он называется, это просто. Ну, юн такой, с длинным корнем, с корнем длинным и этот, никак не избавишься от него. Не осока, как же у нас, осок или как, ну вот как-то так называется. Ну, тоже на Репей, этой стороне. репей, что ли, я не знаю. Тоже на сухой земле же его Да, много и слишком. он пришел тоже, как только стали использовать навоз с фермы. Вот так. Потому что у них на лугах это во много, потом корова кушает, семена попадают в удобрения наши, которые мы покупаем, и все, капец пришел, и от него избавиться очень долго. Ну ладно, друзья, мы можем так еще 2 часа болтать. Сейчас немножко перестанем болтать и будем уже показывать, когда готовое мясо. Чисто мясо будет. Но запах такой, чеснок. И да, я чувствую, у меня живот аж говорит, Приятный кушать аромат кушать такой. хочет, да. Давай немножко выключимся и подождем уже готовое мясо, и потом будем на тарелочку и кушать. Плиту я выключаю. С начала готовки мяса у нас прошло уже 2 часа. Вот, сейчас это все я перемешаю. Мясо даже румяное стало снизу. Вот такая прелесть. Мягкое, сочное мясо. Лук сочность придал. Вот, ну, готово. Так, сейчас будем пробовать и кушать. Вот так с близкого расстояния я еще раз поснимаю, как выглядит наше мясо. Куски большие, в них сок, они мягкие и сочные. Наш лук превратился в такой соус. Вот эта шуба превратилась в такой, когда перемешали, в такой соус. Вот такая мясо под луковой шубой. Вот. Ну и у нас тут уже готовая пюрешка заранее. Маша готовила, пока там мясо готовилось потом. Видите, какие большие куски мяса. Свекла до своего огорода. Мясо. Мясо очень нежное. Ну вот попробуй вот, надави вот на крайний кусочек, как оно легко это самое отделяется. Все, видите? Видите, все, ложкой даже. Видите, все. Очень. Ой, я не показал. Ну-ка еще раз. Оказывается, камера не туда смотрела. Смотрите, как она сама рассыпается вообще. Мясо очень. Ну, за 2 часа, конечно, это должно еще приготовиться очень сочно и нежно и вкусно. Сейчас Маша еще попробует. Я уж сегодня
Друзья, в кадре не буду показаться, потому что на прошлом видео меня слишком много было. Даже слишком много было меня на прошлом видео. Этот раз немножко возьму выходной. Ты мясо пробуй, Маша. Ну как, Мария Олеговна? Я с близкого расстояния тебя снимаю сегодня. Очень близко снимаю. Да. Такой сливочным маслом. Вкус такого сливочного масла. А уксус? Уксус должен придать кисло-сладкий вкус. Это все есть. Да? Ну все, друзья, заканчиваем нашу готовку. Мясо получилось очень вкусным, очень нежным. Вот так. Всем советую приготовить. Это видео, как уже говорил, будут смотреть утром рано в воскресенье, если все нормально будет с интернетом у меня. И ну да, я попробую еще вот тот кусочек немножко. Да, даже у меня с беззубым ртом очень нежное мясо можно губами кушать. Мне мясо понравилось. Ну и вкус. Вкус. Вкус приятный. Да, вкус такой очень вот этот. Мне нравится, когда кисло-сладкий такой. И уксус дает причинку. И перец в норме, и соль. Соль в аккурат как раз. Все нормально, друзья. Готовьте так мясо. Сочное, вкусное. Легко, конечно, делается. Очень просто и легко. Да. Просто только вот что 2 часа оно на плите. Вот варится. А так готовка очень легко. Между тем 2 часа, ну вот час еще сделали, потом час, потом 5 час. За это время можно много что еще наделать. Вот, например, если там гости, пюрешку там приготовить, еще гарнир там сварить. Это все очень быстро проходит. Ну вот, на обед это отлично будет. Супер. Супер. Мясо под... Как называется? Луковой Да. шубой. Мясо под луковой шубой. Делайте так, и вам, друзья, понравится. Очень вкусно. Все, я ставлю лайк, Маша. 2 лайка. Ну, потому что 2 руки. Все, всем пока, друзья. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.